знаю, очень горящие глаза, стремящиеся глаза наших молодых ученых. И я точно знаю, что сегодня будет очень много интересных докладов, которые впоследствии мы сможем применять в нашей деятельности. У нас сегодня стартовал Евразийский молодежный форум «Образование, наука, карьера». Он у нас стал уже традиционным. В этом году уже мы его проводим 5-й раз. В форуме у нас работают студенты, магистранты, также молодые ученые. Также в этом году наша программа расширилась. Мы пригласили школьников, то есть учащихся старших образовательных школ. Они больше задействованы в конкурсах, которые проводят факультеты и институты университета. По итогам форума мы планируем издание бумажных версий сборников научных статей, а также в электронном виде, которые будут размещены у нас на сайте университета. В работе форума заявлено участие более 900 человек. Из них 200 человек – это представители зарубежных стран, это такие страны, как Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Узбекистан, Китайская Народная Республика. Так что видите, что география международного участия достаточно широкая. С 13 по 29 апреля в рамках форума будет проведено, как уже Салават Алгаз сказал, 16 конференций, из них 10 научно-практических конференций, из них 5 конференций с международным участием, 2 международных олимпиады, 3 конкурса, из них 1 международный, а также различные круглые столы, семинары и фестивали. Название моего доклада «Физика, химия потенциальных барьеров на границе раздела металл, полиарилен, фталит». Вот эта тема посвящена исследованию проводимости органических диэлектриков. Это полимеры из класса полиариленов. В них наблюдается эффект переключения из низкопроводящего состояния в высокопроводящее. Эта тема является актуальной, потому что на основе этих материалов можно, например, создать системы, датчики, которые будут, например, реагировать на электрическое поле, магнитное поле или на давление. Вообще, любые конференции, форумы – это всегда дополнительный стимул для того, чтобы дальше продолжать работу, развиваться в этом направлении. Мой доклад был о современных компетенциях преподавателя с учетом современной тематики внедрения именно российского программного обеспечения. Актуальность этой темы в том, что на данный момент программное обеспечение, которое мы часто применяем и используем, оно не является российского производителя. Я сделала упор на том, что необходимо подключать и применять программное обеспечение именно российского производства, и проанализировала ситуацию. И один из каналов, через который можно начинать популяризировать данное программное обеспечение, именно преподавательский состав, и уже обучать их на том программном обеспечении, которое актуально. Участие в таких форумах мне позволяет приобрести навык говорения, выступления на публике и также вынести свою часть своего научного доклада в научное сообщество и услышать обратную связь. В рамках научной стажировки я здесь прохожу по своей теме исследования, сравниваю тюркские языки, наш казахский и башкирский языки. Евразийский молодежный форум организован очень хорошо, на высшем уровне. Этот форум объединяет таких молодых ученых, которые двигаются в разных направлениях науки. Поэтому было очень интересно и плодотворно с ними слышать их доклады.